Банк России приглашает школьников Ингушетии на Всероссийскую олимпиаду по финграмотности и предпринимательству. Олимпиада проходит уже 5 лет подряд. В этом году к ней впервые смогут присоединиться ученики 10 и 11 классов. Принять участие можно в любой день до 3 апреля включительно на образовательной платформе учи.ру. Интерес к проекту Банка России в республике остается высоким. Так, в прошлом году свои знания в интеллектуальном соревновании проверили 17 тысяч учащихся школ Ингушетии. Из них более 4 тысяч наградили дипломами победителя. Свыше 5 тысяч отметили грамотами. Остальные получили сертификаты. Лидерами по количеству участников стали города Магас, Назрань и Карабулак. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или войти с логином и паролем. Сертификат, грамота или диплом появится в личном кабинете после окончания Олимпиады. Олимпиада проходит в игровой форме, а это один из самых эффективных методов передачи знаний. Юные участники могут освоить не только ключевые навыки управления финансами, но и развитие критического мышления, лидерские качества и интерес к предпринимательству. Научатся планировать бюджет, оценивать риски и противостоять мошенническим схемам. Задания адаптированы для всех возрастных групп с 1 по 11 классы. Полученные знания помогут школьникам чувствовать себя уверенно в современном мире финансов. В январе 2025 года безработица в России выросла до 2,4%, что было первым ростом с конца 2023 года, когда она составляла 2,3%. Эти данные приведены в докладе Росстата. Ранее безработица последовательно снижалась с января 2024 года, достигая исторических минимумов. Последний рост был зафиксирован в декабре 2023 года с 2,9 до 3%. В январе 2025 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,3 миллионов человек, из которых 73,5 миллиона были заняты экономической деятельностью, а 1 800 000 человек были безработными. Данные о безработице собирались по методологии Международной организации труда на основе ежемесячных обследований. Минэкономразвития отметила, что ситуация на рынке труда в январе 2025 года оставалась стабильной, и безработица с учетом сезонности не изменилась по сравнению с декабрем. Правительство России ввело льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет внутри страны. Федеральная антимонопольная служба получила указание установить льготный коэффициент 0,5 для пассажиров в возрасте от 10 до 18 лет на железнодорожном транспорте внутри страны. Кроме того, ФАС постановила проиндексировать тарифы на перевозку взрослых пассажиров железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования до экономически обоснованного уровня на 2026 год. Завершаем выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.